Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар! И приветствую всех наших телезрителей. Мы рады новой встрече с вами. Смотрите сегодня в выпуске. О священном месяце Рамазан расскажет муфти Челябинской и Курганской областей Ринат Хазрат Раев. Редкие реликвии удалось увидеть нашей съемочной группе. Мы продолжаем рассказ о поездке в село Ачликуль. Как родилась борьба на поясах и есть ли будущее у этого вида спорта? Наши исследования накануне чемпионата России. Наших маленьких зрителей ждет встреча с озорным учеником. Продолжаем вместе изучать татарский язык. Оставайтесь с нами в ближайшие 20 минут, и вы узнаете все самое интересное. А пока краткий обзор новостей. 2 и 3 августа в Тюмени проходит 13-й федеральный Сабантуй. Праздник станет одним из самых больших и ярких событий лета. Программа мероприятия насыщенна и разнообразна. Гостей ждет грандиозный концерт в областной филармонии, народные гуляния, игры и спортивные состязания. В празднике примет участие делегация Конгресса татар Челябинской области. В Магнитогорске прошел 14-й фестиваль моды и музыки «Половодье». Открыла дефиле коллекция национальной одежды казанской художницы Кати Борисовой. Костюмы сочетают в себе современные тенденции и национальные татарские мотивы. Идейным вдохновителем создания модной коллекции стала председатель исполкома Конгресса татар Челябинской области Лена Колесникова. В Москве прошел отборочный тур конкурса чтецов Корана. Он стал частью культурно-благотворительной акции «Шатер Рамадана». Финал международного конкурса состоится в октябре. На открытие приедут важные гости. Свое присутствие подтвердил один из самых известных хафизов шейх Абу Бакр аш-Шатри. Среди участников представители более 30 стран мира. С чтения праздничной молитвы Ид Намаз начнутся торжества в честь Ураза Байрам, а пока строгий пост и чтение Корана. О правилах, традициях и духовном смысле Рамазана мы поговорили с муфтием Челябинской и Курганской областей Ринатом Хазратом Раевым. Как известно, первый опыт всегда самый сложный. Сестры Шакаевы уже 5 лет придерживаются правил Рамазана, но до сих пор в памяти свежи воспоминания о трудностях первого поста. Тогда, помню, очень жаркое лето, и была жара, и хотелось пить. Но сначала казалось, когда мы в первый раз держали пост, казалось, что это очень трудно, но мы совершали намерение, и с помощью Всевышнего Аллаха мы смогли продержать пост, и теперь уже с каждым днем все легче держать. Рамазан – месяц духовного очищения. Каждый мусульманин должен придерживаться строгих правил. Воздерживаясь в светлое время суток от еды и воды, верующие проводят в лишениях целый месяц. Намерение ният очень важно для каждого мусульманина. Именно ежедневный ният помогает легче перенести лишения. Поэтому ни отсутствие пищи и воды, ни летняя жара не мешают держать уразу. Ният. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "İnnemel a'malu binniyati." Har bir amallarınız niyet bilan boshlanadi. Ya'ni namoz o'qiymizmi, uroza tutamizmi, boshqa izgi amal ibodatlar qilamiz ekan, butun amallar niyatga bog'langan. Ya'ni ishimizdagi, ko'nglimizdagi bo'lgan tuyg'ular, niyatimiz Alloh rizoligi uchun. Butun ibodatimiz, uroza ibodatida намаз болсын, башка гибадаттар, бутунысы Аллах ризалыгы үшін. Мы вступаем в этот священный Рамадан с ниятом, с намерением. И когда человек говорит намерение, обращаясь к Всевышнему Аллаху, он этому человеку дает, благодать, он дает силу и мощь дает, и человек уже спокойно переносит абсолютно. Ни есть не хочется, ни пить не хочется, так себя спокойно чувствуешь нормально, как будто бы это самое, и не держишь уразу. В течение всего месяца Рамазан в мечетях проходит публичное чтение Корана. Каждый день по 20 страниц одной джузи. К окончанию поста будет прочитана вся священная книга. Кроме Корана, в мечетях и домах читают добровольный намаз – таравих. За него мусульмане получают особое вознаграждение от Аллаха. Таравих на арабском – передышка. Верующие отдыхают между чтением ракатов, произнося зикры – восхваление Всевышнего. Ибо пророк Мухаммад говорил в своих изречениях, что кто ждет месяц Рамазан,
с надеждой, с верой и надеждой во Всевышнего и выстаивает молитву таравих, тому будут прощены все прежние грехи. То есть именно эти и сам пост, и выстаивание намаз таравих, это дает как искупление наших ошибок, недостатков, грехи, которые совершили за год. Главная цель уразы – воспитание лучших душевных качеств и очищение от грехов. Именно благодаря лишениям верующие проникаются состраданием к обделенным и неимущим. Но в целом месяц Рамадан и пост дают, наоборот, человеку силы, потому что это и духовное, и нравственное очищение. И от грехов, и от всего плохого, что накопилось у человека за год. От Рамадана до Рамадана, так скажем. Завершится пост празднованием Ураза Байрам. Утром в мечетях пройдет проповедь и коллективный намаз. В этот день будут накрыты столы с традиционными блюдами. Каждый неимущий сможет прийти в мечеть и получить угощение. Мусульмане посетят друзей, родственников и отдадут дань уважения своим ушедшим предкам. Во все времена существуют незыблемые ценности. Знание своей истории – одна из них. Но не каждый может похвастаться тем, что знаком с наследием своей малой родины – города, поселка или деревни. В селе Ачликуль связь времен до сих пор не прервана. Каждый человек должен знать свои корни. Жителям села Ачликуль очень повезло. Их односельчанка Сания Хамидуллина трепетно относится к историческому наследию. Она, как знаток сельской летописи и традиций, может рассказать все – от происхождения названия села до особенностей его основания. А называется село по названию озера. Ачликуль перевод двойной есть. Ачикуль, то есть горькое озеро, она горькое у нас считается, не питьевая вода на озере. А есть еще другой перевод – Асылкуль, то есть прекрасное озеро. Озеро красивое, вдоль озера расположено село. От начала до конца 3 километра. Такое красивое место для поселения было выбрано по воле судьбы. Предки нынешних жителей села были служивыми людьми, охраняющими границы России в Оренбургской губернии. После окончания службы они остались жить на этой территории. Народ называл себя мещарами. Со временем смешанные браки с жителями других деревень привели к тому, что чистокровных мещарей практически не осталось. Тем не менее, им удалось сохранить память о своих предках. У нас есть перепись населения села Ачликулево. В этой переписи ни татарки, ни татар не написано, а написано мещеряки и мещерячки. Вот мещеряков было 429 человек, мещерячек было 423. То есть в 1859 году здесь проживало уже больше 800 человек. Но Сания Хамидуллина не единственный хранитель исторического наследия. В селе живет мать 4 детей, бабушка 10 внуков и 5 правнуков Кашифа Гимаддинова. Она прожила непростую и интересную судьбу и является обладателем настоящего сокровища – старинных книг, среди которых Коран и его толкование. Но она не просто их хранительница. Мать научила читать ее эти книги в оригинале на арабском языке. إنما تنذير من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. Бала чактан бездә бу китаплар. Инәем укый торганы битрәсендә. Шул китапларны. Ее дед Мула пронес эти священные труды через всю войну в самодельном чемодане. Среди книг есть один особенно интересный экземпляр. Он полностью рукописный. Это прапрадедушка. Это дедушка ее матери еще писал. Это от руки написанная книга. И даже не арабское имя читать она не может. Вот она арабский читает, а это, говорит, я не могу читать. И даже дату не может ответить, когда. Очень древняя книга. С детства Кашифа Гимаддинова трудилась в колхозе. Затем всю жизнь проработала дояркой и не нажила внушительного состояния. Самым большим своим богатством Кашифа Апа справедливо называет своих детей и старинные семейные реликвии. Она передаст их своим наследникам, как когда-то это сделала ее мать. Все знают, спорт – залог не только крепкого тела, но и духа. А когда он имеет богатую историю и является частью национальной традиции, заниматься им не только полезно, но и почетно.
Борьба на поясах – яркий тому пример. Испокон веков у каждого народа был свой способ демонстрации силы. Для того, чтобы выявить самых ловких и смелых, проводили соревнования и турниры. У тюркских племен издавна был популярен куреш. Этот вид единоборств со своими национальными особенностями был распространен у многих народов мира, от Европы до Азии. Его история насчитывает около 6000 лет. Сегодня без этой народной забавы не обходится ни один сабантуй. Правила боя стороннему наблюдателю могут показаться простыми. Тем не менее, есть много нюансов, которые необходимо соблюдать. Все от длины пояса до финального броска регламентировано. Отличительной особенностью является и способ борьбы. Борец должен повалить соперника на спину, удерживая за пояс. Главное отличие от других видов борьбы, то что у нас важнейшим аспектом является отрыв соперника от ковра. То есть только после этого бросок засчитывается, то есть и фиксация соперника на лопатке – это чистая победа после хорошего отрыва. Именно куреш можно считать прародителем набирающей популярность борьбы на поясах. Но в отличие от куреша, в этом виде спорта состязаются не только парни, но и девушки. Включение в универсиаду 2013 года, а также региональная программа развития свидетельствует об интересе и уважении к традициям. Интерес есть не только на уровне детей, их родителей, на уровне директоров школ, управления образования. Сейчас мы стараемся сделать и уже профессиональным видом спорта, поэтому привлекаем все новых и новых тренеров. У нас уже помимо Аргаяшского и Кунашакского района секции куреш есть в Челябинске, в школе номер 24, вот сейчас в Златоусте. Я думаю, что со временем откроем его в Магнитогорске. На первый взгляд, кажется, борьба на поясах не выглядит очень зрелищно и не требует большой сноровки. Но это впечатление обманчиво. Несмотря на короткое время спарринга до 4 минут, на ковре ощущается напряженная атмосфера. Спортсмен должен обладать большой выносливостью, силой и концентрацией. Борьба воспитывает эти качества с самого раннего детства. Этот вид спорта нужно развивать. Нужно, чтобы прикосновение к корням нашей молодежи было все теснее и теснее, потому что борьба, любой вид спорта, а в том числе и борьба, оно воспитывает и волю, и характер, и мужество. Это воспитание уже дает результаты и вселяет надежду на чемпионское будущее наших спортсменов. Серия победоносных встреч завершилась универсиада 2013. Россияне завоевали 7 золотых, 2 серебряных и 8 бронзовых медалей. Но долго отдыхать борцам не придется. В августе у спортсменов появится возможность снова проявить себя. Челябинск примет чемпионат России по борьбе на поясах. Генеральным партнером соревнований стала сеть «Аптек Классика», постоянный спонсор Конгресса татар Челябинской области. А сейчас наступило время для самых маленьких телезрителей. Сегодня вас ждет встреча с героем стихотворения Габдуллы Тукая «Озорной ученик». Солнце, кояж. Деревня, ауыл. Стой, Акбай! Щенок, кыщик. Поучись-ка, послужи. Ну, не падай, не падай.
мальчик, малай. Да, вот так. Спину ровненько держи. Мне учение, мученье. Я же маленький. Смотри, сколько от роду мне? Месяц? Или 2? А может, 3? Мне ли службой заниматься? Мне бы хвост задрал, помчать. Трава, улянь. Мне б на травке поваляться. Научиться бы рычать. Глупый пес. Дедушка, деоти. Не разумеет. Нет уж, сызмала учись. Кости к старости твердеют. Не согнешься, как не гнись. Солнце, кояш. Деревня, ауэл. Щенок, кыщик. Мальчик, малай. Трава, улянь. Дедушка, деоти. Надеемся, что наши маленькие ученики сегодня были прилежными и выучили несколько новых слов. А сейчас анонс самых ожидаемых событий. 15 и 16 августа в Челябинске пройдет первенство России по борьбе на поясах. В легкоатлетическом манеже «Уралгувка» будут состязаться 200 спортсменов более чем из 20 регионов страны. Главным судьей первенства станет судья международной категории Гафур Хафизов. 8 августа верующие будут праздновать завершение священного месяца Рамазана. Торжественные богослужения пройдут во всех мечетях города. В одной из них, мечети Махалля, будет организована трансляция службы с помощью мегафонов. Ит-намаз смогут услышать даже те, кому не хватит места в молитвенном зале. И это все, чем мы хотели рассказать вам сегодня. Всего вам доброго и до новых встреч на канале ОТВ. Сау булыңыз!